Подкаст «Мир чужими глазами», рубрика «Интернет в красках». На этой неделе премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. 17 июня он попрощался с коллективом в аппарате правительства и передал свой кабинет новому премьер-министру Кубатбеку Боронову, который до этого был вице-премьер-министром. И одна фотография вызвала возмущение у многих пользователей соцсетей. На этой фотографии представлены Абылгазиев, Боронов, другие члены правительства и все сотрудники аппарата, десятки человек, которые собрались на ступенях здания Дома правительства, сфотографировались там все вместе, не соблюдая никакой социальной дистанции, о которой так много говорят в СМИ, про которую пропагандирует наш Минздрав. И многие были без масок. Да? Процентов, наверное, 95, может быть, даже почти все были без масок. У кого-то маски висели на шее, но они их сняли для фотографий. И для незрячих наших слушателей мы хотели бы более подробно описать, как проходила эта процедура символической передачи кабинета от бывшего премьер-министра новому премьер-министру. А я так слышал, что есть не только одна фотография, что фоторяд представлен 3 или даже 4 фотографиями. Так в новостях вроде как было. Да, и мы теперь зайдем на сайт cactus.media, там изучим представленные фотографии. Репортаж называется «Коридор почета. Как проходила церемония передачи полномочий премьер-министра» от 17 июня 2020 года. В фотогалерее представлены всего лишь 3 фотографии. На первой фотографии изображен кабинет премьер-министра. Это комната достаточно большая, хотя на фото попал небольшой ее кусок, но видно, что кабинет достаточно большой. За столом премьер-министра левым боком к камере стоит уже вновь утвержденный премьер Кубатбек Боронов. Даже по фото видно, что это достаточно высокий мужчина, грузный, с большим животом. Он стоит, как я сказал, левым боком к камере и смотрит направо. А справа от него, лицом к нам, стоят несколько человек, среди которых я узнаю депутатов Канатбека Исаева и Исо Умуркулова, и между ними стоит уже бывший премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. То есть эти люди уже не за столом, да, стоят? Нет, за столом премьера стоит только новый премьер Кубатбек Боронов. Остальные стоят рядом с ним и как бы смотрят на него. И при этом интересно, что на фото мы видим 5 человек, 5-го я, к сожалению, не знаю, только 2 из этих 5 в масках. Ни Боронов, ни Абылгазиев, ни Исаев маски не носят. И в маске только Умуркулов и еще какой-то неизвестный мне молодой человек. Что касается кабинета, я продолжу его описание. Само действие происходит в Доме правительства. Еще его называют Старый Чугурку-Кенеш. Дело в том, что до 2010 года в этом здании, построенном еще в советские годы и расположенном на так называемой Старой площади, заседал Верховный Совет Киргизской ССР, а потом там стал заседать Чугурку-Кенеш, наш парламент. И в 2010 году парламент переехал в другое здание, так называемый Белый дом, расположенный на площади Алато. А в старом здании сейчас сидит премьер-министр вместе со своим аппаратом. А вот обычно говорят большие кабинеты, высокие кабинеты. По фото можно судить, действительно ли большой и высокий кабинет? Да, потолки, наверное, по 3 метра, может быть даже нет, даже не 3 метра, я бы сказал 4 метра, потому что мы видим людей, стоящих на фото. Например, Абылгазиев и Боронов, они достаточно высокие мужчины, примерно выше 1,80 метра. И видно, что если еще сверху поставить на Абылгазиева еще одного Абылгазиева, то только тогда он может дотянуться до потолка. Поэтому высота потолков, на мой взгляд, примерно 3,5, может быть даже 4 метра. Окна позади Абылгазиева завешены шторами, длинными гардинами, спускающимися от потолка до самого пола. Шторы разноцветные, какая-то часть штор темно-коричневая, какая-то желтоватая. И в одном промежутке висит телевизор, а в другом промежутке висит карта Кыргызстана, и в каждом этом промежуточке, в каждом этом пролете, можно сказать, ярко горят светильники. А телевизор висит так, что его видно из-за рабочего стола, или нужно где-то в зону отдыха переходить, чтобы телевизор посмотреть? Нет, премьер-министр может оставаться за своим рабочим столом и, немного повернув голову вправо, наблюдать за тем, что происходит на экране его телевизора. А вот про стол интересно. Стол обычный, за которым работает премьер, или какие-то интересности на столе есть? Из интересностей можно отметить, что стол достаточно солидный.
Он сверху покрыт зеленой тканью, а по периметру каким-то блестящим ламинатом. Ну, выглядит очень солидно такой. Офисный стол большого начальника, большого человека. На столе лежит маленький деревянный ящичек, в котором сложена какая-то книжка, может быть, какой-то очередной отчет об социально-экономических показателей. Стоят маленькие настольные часы и установочка такая, вот не знаю, как она называется, в которую вставляются ручки. Типа органайзера, да, настольного? Такой органайзер встречается, он обычно не офисного варианта, он обычно встречается у таких солидных людей. Такие органайзеры очень любят дарить большим начальникам, потому что все это выглядит весьма авторитетно и солидно. Паркеров золотых не видно? Не видно. Не могу сказать по фотографии, что есть какие-то паркеры. А кресла, судя по всему, кожаные и такого темно-зеленого цвета. Это немножко напоминает обстановку там, каких-нибудь сталинских времен. На следующей фотографии Буронов в расстегнутом пиджаке, опять-таки видим его достаточно круглый животик, идет рядом с Абылгазиевым, который застегнут, у которого верхняя пуговичка пиджака застегнута. Они шагают по коридору Дома правительства навстречу фотографу. Сзади них шагают еще какие-то люди, и по левую руку Буронова, чуть сзади, где-то в метре от него, шагает мужчина такой. Он всего лишь его кусочек его плеча и голова попали в кадр, но видно, что это достаточно плотный мужчина, он в маске, коротко стриженный. Так обычно выглядят охранники. Вообще хотелось бы обратить внимание незрячих слушателей, что телохранителей, охранников, как правило, всегда можно легко выделить из толпы, потому что, как правило, они плотного телосложения, у них угрюмый взгляд, они как бы сканируют толпу, окружающую охраняемое ими лицо на предмет опасности. Что касается этого коридорчика, то видно, что здание старое, потому что они шагают по вытоптанной ковровой дорожке бордового цвета, а под этой дорожкой деревянный паркет, ужасно потертый, и плинтуса такие достаточно старенькие. Слева от нас стена, выкрашенная в голубоватый цвет, а справа ряд окон, занавешенных шторами с национальными узорами. Ну вот в новостях как раз везде в заголовках упоминается именно этот коридор. Что на фото такого примечательного? Почему оно, собственно, попало в этот пакет обсуждаемый? Вероятно, в новостях имелся в виду третий коридор, живой коридор, который организовали сотрудники аппарата правительства. Мы это видим на третьей фотографии. Я бывал в здании Дома правительства, поэтому могу предположить, что это и бывший премьер, и нынешний премьер, они сейчас находятся на первом этаже, уже шагают к выходу из здания Дома правительства. Чуть впереди идет Абылгазиев, он приложил правую руку к груди, как бы приветствуя и благодаря собравшихся вокруг сотрудников аппарата правительства за совместную работу. Кто-то из сотрудников достал телефон и снимает его на видео. На фото есть как и мужчины, так и женщины. Одеты все очень по-летнему. По крайней мере, те, кто на фото, кто попал в кадр, кроме Абылгазиева и Буронова, все одеты очень просто. Женщины в юбочках, в рубашечках, кто-то в брючках, в босоножках. Стоит один мужчина, он в брюках, в рубашке, но без галстука. И половина из людей, представленных на фото, в масках, половина нет. А как вообще народ в основном пиджачный, галстучный или все-таки свободный стиль преобладает? Ведь дресс-код никто не отменял. Увидеть, кто как одеты сотрудники аппарата правительства, мы сможем на четвертой фотографии, та, которая, скорее всего, и наделала много шума. На фотографии представлены десятки людей, которые собрались на ступеньках у Дома правительства. Это коллективное фото. В самом центре на первой ступеньке стоит Абылгазиев, возле него Буронов, другие вице-премьер-министры, в том числе Аида Исмаилова. Какие-то люди здесь одеты очень официально, то есть в основном мужчины, они в костюмах, при галстуках. Костюмы разноцветные, есть кто синий, есть у кого-то серый, кто-то в черные костюмы одет. Женщины одеты, как правило, кроме, наверное, Аиды Исмаиловой, одеты все полуофициально, я бы так сказала, потому что у них не такой строгий вид, как у Исмаиловой, которая одета в красную юбку, в красный пиджачок, и под красным пиджаком видна белая сорочка. А я бы хотел еще вернуться к предыдущей фотографии про живой коридор. Вот интересно, раз люди его провожают, как это вообще выглядит все? Сложно сказать, сложно судить о реакции людей, потому что те люди, которые стоят лицом к камере, у них лица покрыты масками. А справа в кадре стоят две девушки, они как раз достали свои телефоны, у одной, по-моему, даже iPhone.
И они снимают Абылгазиева и Буронова, идущих по коридору, и их реакция не очень видна. Ну, я предположу, что провожают с какой-то теплотой, судя по позам, потому что видно по их ладоням, что они аплодисментами провожают Абылгазиева. А как Абылгазиев держится на этом фото? Ведь это все-таки его прощальный дефиле. На лице у него такая легкая улыбка, кажущаяся достаточно искренней. Он как бы благодарит этих людей, которые пришли его проводить. И, как я сказал, правая его рука прижата к груди. Фотограф попал в тот момент, когда он идет, то есть он весь видно, что он в движении. Но правая рука это символизирует, по крайней мере, у народов Средней Азии, правая рука, прижатая к груди, символизирует какую-то благодарность, теплоту или приветствие. Ну, в целом, как вот можно оценить подборку этих фотографий? Они позитивные, они дают какой-то оптимистический настрой, посыл, или все-таки их вместе собрали, чтобы посмеяться, или поводом были только маски, которые люди не стали одевать? Вот здесь мне сложно быть объективным, потому что, как и многие граждане Кыргызстана, наверное, я достаточно скептически отношусь к тому, чем занимается наше правительство, и когда я вижу такую толпу людей на фото, я имею в виду 4-ю фотографию, как я сказал, там десятки человек, и вот визуально их, наверное, человек 60-70. И, конечно, я как диванный эксперт делаю выводы, что они плохо работают, хотя я их и самих плохо знаю, но как это выглядит на фото, я бы не сказал, что у меня она вызывает какие-то теплые эмоции. Просто люди собрались на ступеньках, нарушая те же санитарные нормы, которыми пугает нас Министерство здравоохранения, и которыми нас пугали все эти же люди, по крайней мере, стоящие в первых рядах, то есть публичные люди, все эти премьеры, вице-премьеры, никакой социальной дистанции, ни у кого на лице я не вижу масок, все стоят рядом, прижавшись друг к другу плечами, можно сказать даже, я уверен, что пока они выстраивались, прошло минут 5-10, наверное, минут 5, и все это время они дышали друг на друга. Конечно, это выбор каждого человека, как это делать, как собираться, не собираться, но если правительство своим примером, точнее в данном случае аппарат правительства своим примером говорит нам, что граждане, зачем нам санитарные нормы, мы сами на них плевать хотели, это плохой пример. И поэтому я, будучи весьма субъективным, с неодобрением смотрю на эту фотографию. Но сама фотография выглядит достаточно веселенькой. На людей падает солнце, видно, что солнце падает уже с западной стороны, потому что я знаю, как расположено здание Дома правительства. Интересно, что прямо по центру, из-под ног Абылгазиева на нас как бы идет, к нам как бы тянется красная ковровая дорожка. Я не знаю, зачем ее сюда постелили. Видимо, когда новый премьер Буронов приехал, ради него простелили эту красную ковровую дорожку, которая прямо под открытым небом. А у этой дорожки лучший вид, чем та, которая была в коридоре? Да нет, она также в каких-то пятнах, видимо, по ней многие ходили. Естественно, что вокруг-то рядом брусчатка, она достаточно пыльная, и пройдя по брусчатке, вступив на эту дорожку, люди уже начали ее вытаптывать. Хорошо, я думаю, на этом будем завершать. И если нашим слушателям будет интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы еще фотографии вы хотели увидеть нашими глазами.